Здравствуйте, дорогие друзья! Мы ведем репортаж со столицы Республики Саха-Якутия, города Якутска, Центра спортивной подготовки «Триумф». Вы смотрите торжественная церемония открытия международных интеллектуальных игр. «Триумф». Начинается торжественная церемония открытия международных интеллектуальных игр. Ladies and gentlemen, welcome to Triumph Sports Center, Yakutsk, the capital of the Sakha Republic, Yakutia. We are starting the official opening ceremony of Yakutia International Science Games. А сейчас вы смотрите выступление известной этногруппы «Добун». Они представляют музыкально-хореографическую композицию «I Love Якутия». Бедственных лет, осьмикрайнее, о 8 ободах. Вначале хочется немного рассказать о том, для чего проводятся эти игры. Миссия международных интеллектуальных игр – развитие международного сотрудничества для внедрения лучшего опыта одаренной педагогики в образовательные системы Республики Саха-Якутия и Российской Федерации. А еще к этому надо добавить то, что Министерство образования и науки этот год объявил годом науки. Вы сейчас наблюдаете за несомненно колоритным выступлением этногруппы «Добун», которое вызовет интерес у гостей нашей республики. Также хочется упомянуть организаторов интеллектуальных игр. Это правительство Республики Саха-Якутия, Министерство образования и науки Республики Саха-Якутия, Малая академия наук Республики Саха-Якутия, Дирекция международных спортивных игр «Дети Азии», Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кировича Аммосова, Институт развития образования при поддержке Совета Федерации, Министерства образования и науки Российской Федерации, Агентство стратегических инициатив «Милсет Восток». Far beyond the distant range, in the twilight of long ago, Earth, the mother of all around, came to be at the dawn of times, and from there, the legend begins. Сегодня к нам приехали участники из Республики Казахстан, Белоруссия, Румыния, Италия, Иран, Турция, Филиппины, Сингапур, Словения и Народной Республики Бангладеш. Прибыли представители Королевства Швеции, Таиланда, Объединенных Арабских Эмиратов и Федеративной Демократической Республики Непал, Тайвань, Гонконга и Мексики. Также приехали ребята из разных областей и городов нашей необъятной Российской Федерации. Из Калининградской области, Калужской области, города Москвы, Московской области, города Новосибирска, города Омска, города Томска, Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Республики Саха-Якутия.
Участниками международных интеллектуальных игр, включая экспертов, тьюторов и гостей, являются представители 34 стран мира, более 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий. Из них 169 детей из 17 стран мира, 97 детей из 17 субъектов Российской Федерации. В торжественной церемонии открытия международных интеллектуальных игр принимают участие The official opening ceremony is attended by исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов, Acting Chair of the Government of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Vladimir Solodov, государственный советник Республики Саха-Якутия, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, State Councilor of the Sakha Republic Yakutia, the first President of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Mikhail Nikolaev, председатель Конституционного суда Республики Саха-Якутия Александр Николаевич Ким-Кимен, Chair of the Constitutional Court of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Alexander Kim-Kimen, профессор Национального университета Сингапура, Наньянгского технологического университета, президент Международной азиатской олимпиады по физике, председатель программного комитета международных интеллектуальных игр Леон Чуан Квек, Professor of National University of Singapore and Nanyang Technological University, the President of the Asian Physics Olympiad, Chair of the Program Committee of International Science Games, Professor Leong Chuan Kwek. делегация Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации во главе с первым заместителем председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилией Салаватовной Гумеровой. A delegation of the Federal Council of the Federal Assembly of the Russian Federation, headed by the first Deputy Chair of the Federation Council Committee on Science, Education and Culture, Ms. Lilia Gumerova. Заместитель руководителя автономной некоммерческой организации Агентства стратегических инициатив по продвижению новых проектов Надежда Анатольевна Иванова. Deputy Director of Agency for Strategic Initiatives to Promote New Projects,
Ms. Nadezhda Ivanova. Почетные гости из Сингапура, Непала, Канады, Италии, Мексики, Таиланда, Турции. Honored guests from Singapore, Nepal, Canada, Italy, Mexico, Thailand, and Turkey. Сегодня в городе Якутске собрались самые умные, интеллектуально развитые дети, учащиеся образовательных организаций со всех концов света. Today, Yakutsk has brought together the brightest school students from all around the world. Народная Республика Бангладеш. Bangladesh! Республика Беларусь. Belarus! Специальный административный район Гонконг, Китай. Hong Kong Special Administrative Region, China. Исламская Республика Иран. Iran. Итальянская Республика. Italy. Республика Казахстан. Kazakhstan. Мексиканские Соединенные Штаты. Mexico. Федеративная Демократическая Республика Непал. Nepal. Румыния. Romania. Республика Сингапур. Singapore. Республика Словения. Slovenia. Тайвань, Китай. Taiwan. China. Королевство Таиланд. Thailand. Турецкая
Турецкая Республика. Turkey. Республика Филиппины. The Philippines. Королевство Швеция. Sweden. Объединенные Арабские Эмираты. The United Arab Emirates. Приветствуем учащихся образовательных организаций Российской Федерации. Из Калининградской области, Калужской области, города Москвы, Московской области, города Новосибирска, города Омска, города Томска, из Республики Алтай, Республики Бурятия, Республики Татарстан, Республики Саха-Якутия. Warm welcome to students from Russian regions. Kaliningrad region, Kaluga region, city of Moscow, Moscow region, city of Novosibirsk, city of Omsk, city of Tomsk, Republic of Altai, Republic of Buryatia, Republic of Tatarstan, and the Sakha Republic, Yakutia. Участниками международных интеллектуальных игр, включая экспертов, тьюторов и гостей, являются представители 34 стран мира, более 700 участников конкурсных и внеконкурсных мероприятий, из них 169 детей из 17 стран мира, 97 детей из 17 субъектов Российской Федерации. Республика Саха-Якутия приветствует участников международных интеллектуальных игр. Representatives of 34 countries have joined the International Science Games as participants, experts, tutors, and guests. There are more than 700 participants of competition and non-competition events, including 169 students from 17 countries, 97 students from 17 regions of the Russian Federation, and 506 students from the Sakha Republic, Yakutia. Уважаемые участники торжественного открытия, к нам поступили поздравления. Dear friends, we have received greetings from Министра просвещения Российской Федерации Ольги Юрьевны Васильевой, the Minister of Education and Science of the Russian Federation, Ms. Olga Vasilyeva, лауреата Нобелевской премии, почетного председателя программного комитета международных интеллектуальных игр Жареса Ивановича Алферова, Nobel Prize winner, honorary chair of the International Science Games Program Committee, Dr. Jores Alferov,
ответственного секретаря Комиссии Российской Федерации по делам ЮНЕСКО Григория Эдуардовича Орджоникидзе, Secretary General of the Commission of the Russian Federation for UNESCO, Mr. Grigory Ordzhonikidze. президента Российской Академии Наук Александра Михайловича Сергеева, The President of the Russian Academy of Sciences, Mr. Alexander Sergeyev. Поступила приветственная телеграмма временно исполняющего обязанности главы Республики Саха-Якутия Айсена Сергеевича Николаева. Now please welcome a greeting address from the acting head of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Aysen Nikolaev. Дорогие участники международных интеллектуальных игр, я горжусь тем, что именно наша республика инициировала проведение этого события и рад приветствовать вас в столице Республики Саха-Якутия в городе Якутске. Интеллект всегда имел и имеет для нас особое значение, потому что только благодаря энергии знаний мы, многонациональный народ Якутии, преодолевая самые суровые, самые экстремальные климатические условия, смогли освоить и веками держали эту огромную территорию, сопоставимую по площади с Индией. Сегодня мир стремительно меняется. Наступающая цифровая эпоха стирает все границы и все расстояния. Каким будет этот новый мир, зависит от вас, друзья. Вне всякого сомнения, вы будущая интеллектуальная элита планеты и нашей России, которая стремится занять в мире место, подобающее великой научной и технологической державе. Дорогие ребята, я очень рад, что вам выпала возможность посетить нашу республику. Место, где сосредоточена огромная часть природных ресурсов и нетронутая природа всей планеты, где живут в дружбе представители более 120 народов и национальностей. Я уверен, что эти игры изменят и нас, обеспечив некий тектонический сдвиг в умах нашей молодежи. Потому что только при помощи интеллекта мы сможем раскрыть миру весь богатый потенциал этой уникальной территории, которая называется Якутия. Для открытия международных интеллектуальных игр приглашаются To open the International Science Games, we invite исполняющий обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимир Викторович Солодов, Acting Chair of the Government of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Vladimir Solodov, государственный советник Республики Саха-Якутия, первый президент Республики Саха-Якутия Михаил Ефимович Николаев, State Councilor of the Sakha Republic Yakutia, the first President of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Mikhail Nikolaev, председатель программного комитета международных интеллектуальных игр Леонг Чуангвек, Chair of the Program Committee of International Science Games, Mr. Leong Chuan Kwek, первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Салаватовна Гумерова, the first Deputy Chair of the Federation Council Committee on Science, Education and Culture, Ms. Lilia Gumerova. Слово предоставляется профессору Национального университета Сингапура, Наньянского технологического университета, президенту Международной азиатской олимпиады по физике, председателю программного комитета международных интеллектуальных игр Леонг Чуангвеку. The floor is given to Professor of National University of Singapore and Nanyang Technological University, the President of the Asian Physics Olympiad, Chair of the Program Committee of International Science Games, Mr. Leong Chuan Kwek.
right. Ladies and gentlemen, His Excellency Mikhail Nikolayevich, First President of Yakutia, Mr. Viktorievich, the Prime Minister. And I'm deeply honored for this opportunity and this invitation to speak to you at this Yakutia International Science Games 2018. I thank the organizers for this invitation. And as the president of the Asian Physics Olympiad, I visited Yakutsk last year when Yakutsk hosted the Asian Physics Olympiad. I'm deeply impressed, and I was deeply impressed with the organization of the Olympiad, as well as the dedication of the people in this region. When I visited Yakutia last year in May, it was cold, but the warmth of the people impressed us tremendously. Дорогие друзья, дорогие гости, хотел бы поприветствовать вас всех и выразить свою благодарность. И для меня это большая честь быть сегодня здесь, в Якутске, на таком замечательном мероприятии, как Международные интеллектуальные игры. И я был здесь, являясь президентом Азиатской физической олимпиады в прошлом году, и был очень впечатлен. Но также хочу заметить, в прошлом году мы были здесь в мае, и было как-то прохладно. Just yesterday, I had a conversation with your Minister of Education and Science, Dr. Vladimir Egorov, and we were talking about creativity and how to promote creativity. Now, creativity... Вчера я разговаривала с министром образования республики, и мы обсуждали творчество, креативность молодежи и как ее можно развивать. Creativity is an elusive concept, and not all smart people are necessarily creative, and you sometimes have to be very lucky to get results. And certainly we are not always creative at all times. И, конечно, креативность – это очень непростой концепт. Не все умные люди являются креативными. И вообще творчество – это очень сложный вызов. Research has suggested that creative imagination can be boosted through an appropriate environment. Competitions and games are the ones that you are participating today can provide the environment. I hope that you will allow your mind to think freely and cultivate the necessary seeds needed for your future work. И, конечно же, творчество нужно поощрять. Для этого нужно создавать соответствующую среду. И такую среду создают как раз такие мероприятия, участниками одного из которых вы сегодня являетесь. Scientists are always passionate about their own fields, and as a physicist working on quantum information science, if you know what that is, I can only describe to you about the excitement that we foresee as possible alternative to the present-day computer. We envisage building a machine based on the frontiers of science and based on atoms and molecules that can exceed the computational power of our current computing system. И вот как пример я хочу привести, сам являясь физиком, я в данный момент работаю над созданием абсолютно новой системы компьютеров, вычисления, которые будут основываться на взаимодействии молекул и атомов. И мощность таких систем будет во много раз превосходить существующие аналоги. So, you must develop your passion
Поэтому необходимо поддерживать в себе свое увлечение, страсть, and your interests. свой интерес. Meeting new friends and developing long-term friendship is equally important to your career and your life. Но не менее важно находить новых друзей и строить долгосрочные дружеские отношения со своими сверстниками, будущими учеными. The friendship you develop for the next few days, the friends that you meet today may be your colleagues in many years to come. Ведь те друзья, с которыми вы встретитесь на протяжении этих дней, в будущем весьма вероятно станут вашими коллегами. I always like to stress the importance that you start to build your network through this event. Поэтому очень отрадно, что при помощи таких мероприятий вы уже можете наладить свою сеть, дружескую сеть взаимодействия в будущем. And I hope, of course, as a Singaporean, I hope that there will be long-term collaboration between Yakutsk and Singapore, and in general, between Russia, Federation, and Singapore. Ну и, конечно, являясь представителем Сингапура, хочу выразить свою надежду, что сотрудничество между Якутией и Сингапуром и Российской Федерацией в целом и Сингапуром будет только крепнуть. And coming along with me to this event is Belinda Teo from the Lee Kong Chian Natural History Museum, who is helping to establish a tie of promoting Yakutsk in Southeast Asia. И со мной здесь моя коллега из Музея естественной истории Сингапура, которая уже налаживает связи с Якутией. So finally, I wish that you have a wonderful time in Yakutsk. Поэтому желаю всем приятно провести время в Якутске. Good day. Слово предоставляется государственному советнику Республики Саха-Якутия, первому президенту Республики Саха-Якутия Михаилу Ефимовичу Николаеву. The floor goes to the State Councilor of the Sakha Republic Yakutia, the first President of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Mikhail Nikolaev. Здравствуйте, великий народ! Hello, the great people! Мы сегодня собрались здесь торжественно и величаво открыть знаковое событие в огромном азиатском континенте, который простирается вширь и вдоль, занимая огромную территорию земного шара. Вы, будущие лауреаты Нобелевских премий, региональных премий и так далее, вы к этому готовитесь, к этому стремитесь. Today, here, we are celebrating the opening of one of the large-scale events on the Asian continent. And today, here, I can see some future Nobel Prize winners. Исаак Ньютон в 1676 году своему другу Роберту Гуку писал: «Я вижу дальше всех, потому что стою на плечах гигантов». Имел в виду учение Николая Коперника и других выдающихся людей, которые жили до него. As once Isaac Newton said, I am standing on the shoulders of giants, meaning all his predecessors in science. Сегодня человечество стоит на плечах гигантов самого Исаака Ньютона, Альберта Эйнштейна, лауреатов Нобелевских премий и других выдающихся сыновей земного шара.
And right now, we are standing on the shoulders of those giants, among them Newton, Einstein, Nobel Prize winners, and all the scientists we owe so much to. В старину у нас в России говорили, сила есть, ума не надо. Но сегодня 21 век – это век ума. In the past, there was a saying in Russia, if you have strength, you don't need brain. But in 21st century, it's brain what you need. В 1996 году, в канун столетия современных Олимпийских игр, провели Всеазиатские детские спортивные игры. Back in 1996, to commemorate the centennial of the International Olympic Movement, we held Children's International Sports Games here. Они проводятся по олимпийскому циклу через каждые 4 года. They are held every 4 years, like Olympic Games. Обретенный опыт организации международных всеазиатских детских игр дал нам возможность провести фундаментальные, именно направленные на развитие умственных способностей детей наших. В прошлом году была проведена впервые нашей Российской Федерации Всеазиатская физическая олимпиада в городе Якутске, а нынче мы открываем международные интеллектуальные игры, связанные с развитием умственных способностей и таланта наших детей. So, the International Children of Asia Sports Games celebrated sports, but having this experience for so many years, right now we entered another stage. Last year we held the Asian Physics Olympiad, and this year we are holding International Science Games. В мире накопился огромный опыт работы школы, соответствующей требованиям 21 века. There is a lot of expertise right now in the world regarding how a school should work in the 21st century. У нас в Якутии по крупицам собирается этот опыт, и мы хотели бы поделиться с вами, приобретая одновременно ваш великолепный опыт, ваш талант, способности развивать детей в школьном возрасте. And we are ready to embrace all of your experience and also to share what we have. Сегодня содержанием интеллектуальных игр соревнований не в одиночку, а именно школьными, целыми школами. Это великолепный опыт. Мы одновременно приобретаем опыт проведения таких с новым содержанием, командным содержанием, международные игры интеллектуальные. Я думаю, они будут распространяться. Лиха беда начала. Я прошу всех, кто присутствует здесь, подумать во время работы этих игр, как нам продолжить, какую форму приобрести, какая очередность, какой формы еще будет проведены. Поэтому наши игры – это первое испытание, первый поиск такого широкого, громадного мирового масштаба игры. Желаю вам всех добрых удач. Спасибо за внимание. And I also would like to underline that these games are especially amazing because these are teams
games, team competition. This is a priceless experience. So I wish good luck to all of you and keep thinking of the good ways of continuing this initiative. Thank you. Слово предоставляется первому заместителю председателя Комитета Совета Федерации Федерального собрания Российской Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Салаватовне Гумеровой. The floor goes to the first deputy chair of the Federation Council Committee on Science, Education and Culture, Ms. Lilia Gumerova. Добрый вечер, дорогие друзья! Уте кихе дугор! Good evening, dear friends. Дорогие друзья, позвольте мне передать самые теплые слова приветствия от имени председателя Совета Федерации, Федерального собрания Российской Федерации Валентины Ивановны Матвиенко. And allow me to extend greetings from Ms. Valentina Matvienko, the chair of the Council of Federation of the Federal Assembly of Russia. Дорогие ребята, я хочу у вас спросить, есть ли в этом зале самые талантливые, самые умные, самые способные дети планеты? Now, children, I would like to ask you, are there in this hall today the smartest, the brightest students from all over the world? Громче, ребята, громче, я не слышу вас. I can't hear you. Обращаясь к вам, Валентина Ивановна отметила, международные интеллектуальные игры не только дают детям возможность раскрыть интеллектуальный потенциал, представить свои идеи, но и являются хорошей площадкой, которая способствует созданию сообщества одаренной молодежи планеты. Ms. Matvienko says that this platform is not only a very good opportunity to promote science and scientific thinking, but also a very amazing platform for building up future scientist communities. Дорогие друзья, Совет Федерации традиционно уделяет огромное внимание вопросам развития интеллектуальной собственности. И уже много лет мы проводим специальную конференцию для одаренной молодежи. Dear friends, the Federation Council has among its highest priorities development of intellectual rights. And we are holding events for students every year. И сегодня здесь, на благодатной земле Якутии, я хочу сказать, что одной из первых победительниц нашей конференции была ваша землячка Ксения Наумова, которая не только победила и получила диплом, но и благодарность председателя Совета Федерации. So, one of the first winners of our conference was a girl from Yakutia, and she received the awards from Ms. Matvienko. Дорогие друзья, я приглашаю не только молодежь России, но и всех стран, которые сегодня присутствуют на играх, принимать участие в нашей конференции, которая прошла уже в Москве, в Уфе, в Сочи. И я уверена, у вас есть шанс стать обладателем медали Всемирной организации интеллектуальной собственности. So, dear friends, please, I invite you to also take part in our conference. And you will have a chance to win the medal of the International Intellectual Property Rights Society. Дорогие ребята, я вас всех поздравляю с победой. Пусть ваш интеллект, ваше творчество служат идеям мира, добра и решению самых сложных проблем, которые сегодня стоят перед человечеством. Спасибо за внимание, дорогие друзья. Dear friends, I believe that all of you are winners. So I congratulate you on the start of this event.
Thank you. Слово предоставляется исполняющему обязанности председателя правительства Республики Саха-Якутия Владимиру Викторовичу Солодову. The floor goes to the acting chair of the government of the Sakha Republic Yakutia, Mr. Vladimir Solodov. Dear participants, dear distinguished guests, ladies and gentlemen, it is the great honor and pleasure for me to welcome you at the first International Intellectual Games in Yakutia, the unique event aimed at creating the community of gifted children in the intellectual sphere. Уважаемые участники, дорогие гости, дамы и господа, для меня большая честь приветствовать вас на открытии сегодняшнего уникального события – первых якутских международных интеллектуальных игр. Это мероприятие задумано для того, чтобы собрать сообщество талантливых детей, одаренных в интеллектуальной сфере со всего мира. Уважаемый господин Квек, наш гость из Сингапура, обратил внимание, что креативность – это сложное понятие, которое обусловлено различными факторами. Позволю себе высказать свое мнение относительно того, что является залогом развития креативности и одаренности в этой сфере. Mr. Kwek mentioned that creativity was an elusive concept. So I also would like to share my thoughts about creativity. Залог креативности в разнообразии, в том, чтобы общаться с максимально разными товарищами, друзьями, коллегами по научной работе, учителями. Мир меняется, и он становится действительно глобальным. Мы не можем быть более конкурентоспособными, будучи замкнутыми в одном регионе, в одной стране и даже на одном континенте. I think the key to creativity is diversity. The more different colleagues, co-workers, students you see, the more successful you will be in this changing world where only openness now can lead to success. Сегодняшнее событие станет важным шагом в построении такой глобальной интеллектуальной сети. И я очень рад приветствовать сегодня здесь представителей 18 стран, чьи флаги мы видели сегодня на церемонии открытия. And I believe this event is going to be an important step towards building such diverse international community of future. So I greet the representatives of all 18 countries, the flags of which we have seen today. Мы собрались сегодня на территории Республики Саха-Якутия не случайно. Сотни лет истории нашего региона учат нас мудрости, бережному отношению к природе и к ближнему, а также мирному и успешному сосуществованию сотен народов на этой суровой земле. And it is not by chance that we have gathered today here in Yakutia, because the history of this land teaches us wisdom and peaceful coexistence of so many nations. Дорогие ребята, я уверен, что эти дни, прожитые на гостеприимной якутской земле, станут для вас уникальным событием в жизни. Вы здесь найдете новых друзей, товарищей, партнеров по научной работе. Здесь вы получите новый опыт, который пронесете сквозь всю дальнейшую жизнь. And dear friends, I hope that this experience gained here in Yakutia will be unforgettable for you. You will find new friends and your future partners. Я желаю вам ярких идей, свободы творчества и, конечно, впечатлений на гостеприимной якутской земле. So, I wish you new bright ideas, impressions, and good luck on this land of Olonho. Уважаемые дамы и господа, дорогие друзья, я объявляю первые международные интеллектуальные игры в Республике Саха-Якутия открытыми.
Ladies and gentlemen, I declare the first Yakutia International Science Games open! Snow? It's awfully cold there. Cold? Long winter. Long winter? Are mammoths still alive? Northern Lights. Snowflake. Permafrost? Yakutia. Mammoth? Wind. Snowflakes. Northern Lights? Yakutia? Permafrost? Итак, закончилась официальная часть открытия. Ну а сейчас начинается непосредственно представление. Главный герой сказки Нюргун произвел посадку самолет авиакомпании «Якутия», выполняющий рейс 473 авиакомпании «Якутия» по маршруту Москва-Внуково-Якутск. The airline company Yakutia 473 from Moscow to Yakutsk has landed. Главный герой сказки Нюргун пригласил своих друзей с разных стран, чтобы они увидели своими глазами красоты Якутии. Так они очутились в нашей республике. Режиссерский замысел сказки заключается в раскрытии самого сурового края северного полушария, вместе с тем удивительного места, природа которого полна неожиданных контрастов. We are so happy. We waited so long for this meeting in this fairy land of Mammoth. Are we really gonna see Mammoth? The country of permafrost Мы можем послушать, как дети рады очутиться в нашей прекрасной республике. Ведь Якутия
Это рекордная по продолжительности и низким температурам зима. Нередко Якутию называют краем вечной мерзлоты. I will enjoy with pleasure all the delights of real winter. It's true that a За сюжетную основу взяты сказки, легенды северного и якутского народа. Зима издревле для якутского народа олицетворяется с образом быка холода. И считается, что с ростом его рогов крепчают морозы, а когда они ломаются, наоборот, морозы ослабевают. Snow is on the housetop, snow is on the ground, snow is on the mountain, snow is all Обо всем об around. этом своим друзьям рассказал наш главный герой Нюргун. My snowman and I want to play. Друзья, как же приятно слышать и видеть о холоде именно сейчас. Наверняка наши гости уже стали сомневаться в том, что у нас вечная мерзлота. И зимой температура доходит до минус 60 градусов минус по Цельсию. Поэтому начинать знакомство с именно якутской зимы мне кажется очень уместным. Можем быть уверены, что многие ребята впервые здесь. Некоторые дети даже не видели снега. Сказка начинается с замечательного эпизода «Якутская зима». Snow is falling, a beautiful sight. Snow is falling, it plays with the light. Snow is falling, it soars a storm. Snow is falling, it makes all conform.
как же приятно сейчас видеть все это действие. Оно напоминает нам о нашей якутской зиме. И в эту экстремальную жару особенно приятно очутиться хотя бы на время в нашей зиме. Да, Лиза, ты очень правильно подметила наши температурные разницы между зимой и летом. Terrible conditions for plant or beast or man. It's so good. Look, real reindeers. Well, friends, are you ready for an exciting journey through Yakutia? The road will be difficult, but we must go this road to meet the mammoths. That's why we circled half of the planet. Are you ready? We are ready. Let's go. Итак, мы видим начало их приключения. Ребята приехали сюда с разных сторон с одной целью, чтобы найти мамонта. И вот они оказались в зимнем лесу. Именно сейчас начинается их увлекательное путешествие. They are very curious about our brave young explorers. А вообще, конечно, интересного у нас в Якутии действительно много. Ведь наша республика занимает 1/5 часть России и является самой большой по территории в мире. Сюда входит 25 Англии и 5 Франции. Осуществляется 99% добычи алмаза. Большая часть территории находится на вечной мерзлоте. В зимнем лесу ребята встречают диких зверей. Оленей, лосей, волков, соболей. Lady Northern
its northern lights. Итак, ребята встретили госпожу Северное Сияние. Она помогает и освещает путь нашим героям. И они находят дорогу к своему мамонту. Blues and greens, an ocean in the sky, purples and pinks flutter so high. This is the beautiful aurora that shines in the sky. Only on a few lucky nights she dances and swirls, beckoning the stars to join in. She dances along the northern skies and throws beauty into people's eyes. What a surprise! Guests rarely arrive here. Not everyone can dare to face this biting frost. What are you doing here? Thank you, Lady Northern Lights. Me, with my friends from different countries of the world, are on the way to the Nanas. We have lost our way. and Госпожа Северное Сияние удивлена, что в такую погоду она редко видит гостей. Наш край ведь суров, не каждый осмелится выйти в жгучий мороз. А наш главный герой Нюргун отвечает, что он со своими друзьями приехали из разных стран и держит путь к мамонту. Северное Сияние, конечно же, помогает им и указывает путь. Lady Northern Lights. Thank you. See you again. Thank you. Goodbye. 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 There are many legends about the Lena Pillars. Majestic beauty of this natural monument has long been admired by locals. Although they resemble ruins of ancient castles, you will find there no kings or princesses. But who knows who might be waiting for us there?
Наши ребята оказались на Ленских столбах. Это поистине уникальный национальный парк. Площадь 81 гектар, а растянулся он аж на 220 километров. Это место, взойдя на вершину которого, наполняешься энергией природы, набираешься сил и духовно очищаешься. The linear pillars are enchanting. Design of nature so unique. Spurs of the rocks are rising high and mirrored on the river ice. The banks of proud northern river are strengthened by a fortress wall, so beautiful and full of vigor, and ancient paintings on the rocks. Who can show us the way to the mountain's keeper? Прямо сейчас мы видим танцевальную композицию Хайола Тара, которая олицетворяет Ленские столбы. Он показывает нам танец наскальных рисунков.
Наконец-то ребята встретились с хозяином Ленских столбов, но он просит детей задобрить его. Who dare to disturb my winter sleep? Hello, bow to you, Lord of the land appears. Please help me fulfill the dream of my friends on the whole planet. Only you have such power and ability to make our dream true. Наш главный герой Нюргун просит у хозяина Ленских столбов, чтобы он исполнил мечту их друзей – встретиться с мамонтами. Хозяин горы говорит, чтобы они спели ему песню о мире. Ведь его мечта – мир без войн и разрушений. The world without wars and destruction is my dream. Sing, my children, to delight my ears. Звучит всеми нами любимая песня «Пусть всегда будет солнце» на английском языке. Хозяину понравилась песня, и ожившие люди с наскальных рисунков Ленских столбов раскрывают вековые каменные столбы, и навстречу к детям выходит мамонт. Именно здесь, на нашей земле, много тысяч лет назад обитали такие удивительные животные, как мамонты. Вот веселые йети выносят мамонта. Можно наблюдать, как дети рады увидеть мамонта, за которым они приехали со всех стран мира. Несомненно, Лиза, мы же тоже рады видеть мамонта, пусть даже не живут. These giant animals of the past have always been the symbol of Yakutia. But today, we shall witness the birth of another symbol, Siberian white crane. The symbol of a newborn pearl. The International Science Games in Yakutia. A friend is someone we turn to when our spirits need a lift. A friend is someone we treasure, for our friendship is a gift. A friend is someone who fills our Итак, lives начинается with веселье. beauty Мамонт and встречает всех участников международных интеллектуальных игр. Happier place. Он приветствует friends и желает всем удачи, и чтобы международные интеллектуальные игры для всех оставили только самые потрясающие впечатления. Sacred dreams because they care. The best of friends worth more than gold. Give all the love a heart can hold.
Представление заканчивается всеобщим ликованием. Да здравствуют международные интеллектуальные игры! Мир такой красивый. Главный режиссер Алексей Константинов. Автор сценария Светлана Степанова. Главный балетмейстер Наталья Кралина. На этом мы заканчиваем нашу трансляцию от международных интеллектуальных игр. Желаем всем участникам успехов, исполнения желаний, много новых открытий и друзей. Спасибо за внимание. До новых встреч! С вами были Елизавета Прокопьева и Иванов Афанасий. Рядом ты и я. Ты и я. World is so wonderful, rainbow colored. To be always happy, everyone has a dream. Just believe yourself and to your closest friend. Let us always be friends. Till you hit my hand. Oh, well, we are strong when we are together. Oh, well, friends, let us be. Oh, well, in my heart joy lives forever. Oh, well, here you and me. Oh, well. Oh, well. Oh, well. Только вместе мы большая сила. Oh, well. Не разлей вода. Oh, well. Чтобы радость в сердце не остыла. Oh, well. Рядом ты и я. Oh, well. Только вместе мы большая сила. Oh, well. Не разлей вода. Oh, well. Чтобы радость в сердце не остыла. Oh, well. Рядом ты и я. В торжественной церемонии открытия международных интеллектуальных игр принимали участие Национальный театр танца Республики Саха-Якутия имени Сергея Зверева Кыл-Уалла, художественный руководитель, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Светлана Бессонова, Государственный театр коренных народов Севера Гулун, художественный руководитель